Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Хороший показатель. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с налоговиками итоги работы ведомства за 5 месяцев текущего года. Без права на ошибку военнослужащие Министерства обороны Абхазии приняли участие в 4-й международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам. Непопулярная мера. В 43 регионах России отмечен рост цен на топливо. Отразится ли это на цене бензина в Абхазии? Актуальный репортаж программы. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководителями Министерства по налогам и сборам итоги работы ведомства за 5 месяцев текущего года. В совещании принял участие вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. По словам министра по налогам и сборам Джансуха Нанба, за отчетный период плановые показатели выполнены на 118,6%. Почти все районы республики и столица превысили плановые показатели поступления налоговых платежей за 5 месяцев. По городу Сухум при плане 552 миллиона рублей поступило 592,4 миллиона рублей. По Гагарскому району при плане 113,7 миллионов рублей поступило 179,9 миллионов рублей. По Гудаутскому району при плане 47,1 миллиона рублей поступило 64,1 миллион рублей. По Сухумскому району при плане 44 миллиона рублей поступило 86,3 миллиона рублей. По Гулрыбскому району при плане 18,2 миллиона рублей поступило 34 миллиона рублей. По Ткварчалскому району при плане 7,7 миллионов рублей поступило 8,4 миллиона рублей. По Галскому району при плане 14,9 миллионов рублей поступило 16,2 миллиона рублей. Исключение составляет Ачамчирский район, не добравший налогов и сборов почти на 30%. При плане 69 миллионов рублей поступило 48 миллионов рублей. Премьер-министр выразил недовольство результатами налоговых сборов, в особенности в Гагарском районе и городе Сухуми, потребовав от региональных инспекций и центрального аппарата министерства существенно улучшить работу по выявлению объектов экономической деятельности, не состоящих на налоговом учете. Александр Анкваб также подчеркнул важность использования передового опыта в сфере налоговой политики, налаживания тесного сотрудничества в этом вопросе с российскими партнерами. Хвалебные слова высказывать не будем. Долгов у нас много, обязательств еще больше. От вашей профессиональной деятельности зависит успех многих проектов, которые должно осуществлять государство. Вы люди опытные, новичков среди вас нет. Поэтому рекомендуем вам значительно увеличить свои усилия по администрированию налогов. Значительно. Имею в виду прежде всего те службы, где есть очень высокая налогооблагаемая база. Систематический контроль, постоянная объективная отчетность, принципиальный подход. Не должно быть, как уже мы говорили по ходу разговора, ни друзей в этом смысле, ни родственников тем более, ни знакомых, ни соседей. Все в этом плане равны перед налоговым законодательством. Придется много ходить и ездить, чтобы так не случилось. Нам будут известны налогооблагаемые объекты, которых вашей отчетности нет, чтобы так не случилось. Повторяю еще раз. За хорошую работу будем поощрять, за плохую работу будем без стеснения наказывать. Желаю вам успехов, есть чем заниматься, как говорится, за работу.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них. В Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 29 человек, в тяжелом состоянии 14 пациентов. 1 июня в Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1949 года рождения. В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья. В Ачамчирской ЦРБ 13, в Гагарской ЦРБ 6. В Ткварчалской ЦРБ 8 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 408 человек. Зарегистрировано 235 летальных случаев. Выздоровели 14 789 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. 7 июня по всей республике стартует совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан, сообщила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева. Исследование поможет определить среднее количество людей в Абхазии, в крови которых есть антитела к COVID-19. По всей Абхазии будет отобрано 3000 проб на антитела. Анализы будут бесплатным для населения. Их результаты будут сообщаться людям по мере их получения, но не позднее недели. Беляева обратила внимание на то, что не имеет смысла сдавать анализы на антитела после принятия первого компонента вакцины «Спутник Ви». Безусловно, распространение коронавирусной инфекции не могло не сказаться на работе всех медицинских учреждений. Чтобы обезопасить себя и своих пациентов, во всех больницах принимаются определенные меры. При этом врачи продолжают выполнять свою работу и лечить людей. Наш следующий репортаж о Сухумском родильном доме. Какие сегодня проблемы существуют в медучреждении? Почему некоторые жительницы Абхазии предпочитают рожать за рубежом? И сколько малышей появились на свет в этом году, выясняла наша съемочная группа. Сухумский роддом обеспечивает квалифицированную медицинскую помощь женщинам во время беременности, родов и при гинекологических заболеваниях. Медучреждение включает несколько отделений – родильное, гинекологическое, отделение патологии беременных. Кроме того, врачи-неонатологи лечат и выхаживают недоношенных младенцев, а также детей, появившихся на свет с различными заболеваниями. Работаем мы давно. Работа у нас поставлена, я считаю, неплохо. Хотя, конечно, хотелось бы кое-что изменить, какое-то оборудование еще приобрести. Что касается медикаментов, все медикаменты, которые необходимы вообще по родовспоможению, мы получаем от фонда медицинского страхования. То есть ни одну таблетку, ни одну ампулу, ни одна наша роженица, родильница, рожающая женщина не приобретает самостоятельно. В роддоме работают специалисты разных направлений. Это акушеры, гинекологи, медсестры, санитарки. Медучреждение практикует совместное пребывание матери и ребенка, а также грудное вскармливание с первых дней жизни. У нас достаточно среднего медперсонала, и работают они давно и слаженно. Больших претензий, больших вопросов к этой теме у меня нет. Младший медперсонал с переменным успехом. Они часто меняются. Вот бывают, пришли, поработали месяц, 3 недели, увидели, какая у нас сложная работа. У нас очень непросто. Бывает, что младший персонал долго не задерживается. Но что касается старшего персонала, то есть врачей опытных, что касается медсестер опытных, с этим у нас неплохо очень даже. Ни для кого не секрет, что некоторые жительницы Абхазии предпочитают выезжать на роды в Россию. По словам Белы Пилия, около 100 женщин в год рожают за пределами нашей страны, тогда как среднее количество рожениц в Сухумском роддоме примерно 1300-1400 человек. Профессиональную помощь в медучреждении могут получить не только жители Сухума, но и иногородние, а также иностранные граждане. Бела Пилия рассказывает, что есть и те, кто специально приезжает рожать в Абхазию из городов России, Армении, Таджикистана, Узбекистана. Каждый человек ищет там, где ему удобнее, спокойнее и лучше. Мне трудно сказать сейчас конкретно. Может, кто-то ищет более высокий уровень оказания медицинской помощи, но в основном
Люди думают, что если они родят в Сочи, значит, они получат сертификат материнский, они получат эти все выплаты на детей. И чаще всего так и бывает. Там сделано все для того, чтобы привлечь наших людей туда. Но я хочу сказать одно. Мы своему роддому доверяем, мы на себя надеемся, иначе все наши дети, наши дочки, наши невестки, всех наших врачей, все рожают у нас здесь в Сухуми. Это, я считаю, главным показателем. И, конечно, мы не могли не задать заместителю главврача больницы главный вопрос – сколько стоят роды? Несмотря на все то, что говорится в народе, в Сухумском роддоме нет ничего платного официально, ничего. Это, пусть никто об этом не говорит, платных услуг у нас нет. Приезжает, откуда бы она ни приехала. Ни для кого у нас нет исключения. Роды у нас бесплатные. Если вы там какие-то делаете нарушения сами, это ваша проблема. Но ни один человек к вам не должен подойти и не сказать, что вы должны заплатить. Что касается карантинных мер, то здесь они по-прежнему соблюдаются. Медперсонал в масках, повсюду стоят антисептические средства. Родовспоможение ковид-положительных женщин медучреждение не осуществляет. Исключения составляют экстренные случаи. Если поступает женщина подозрительная на ковид, которая уже в родах, которую уже нельзя никуда не переводить, не отправлять, ничего, у нас есть изолятор. Абсолютно извините за тавтологию, абсолютно изолирован от всего другого, от всех других помещений. Значит, туда назначается отдельная акушерка и отдельный врач. И все это время, пока женщина находится в изоляторе, пока она родит, пока у нее ранний послеродовый период, и пока мы не получим результат ПЦР-исследования, вот эти сотрудники находятся с ней. Нам удалось пообщаться и с новоиспеченными мамами. Олеся Гончарук уже в 4-й раз в роддоме. Я очень довольна пребыванием здесь, потому что такого отношения мы нигде ни в какой стране не увидим, честно. И что касается даже детских врачей, детский персонал вообще, медсестры, все просто замечательные, санитарки. На высшем уровне врачи просто бесподобные. Просто чуть-чуть внимания роддому, чтобы у них было все всегда под рукой, все оборудование, все, что нужно. В целом, по словам Беллы Пилия, статистика родов в Сухумском медучреждении за последние 5 лет не меняется, оставаясь практически на одном уровне. Хотелось бы, конечно, чтобы родов было больше, и мы способны обеспечить большее количество родов, но пока вот так. Хочется, чтобы наши женщины подумали об этом. Между прочим, сейчас молодые женщины лучше стали рожать. У очень многих молодых пар появился 3-й ребенок, кто-то уже задумывается о 4-м. Но в наших условиях нам надо рожать побольше. Поэтому мы с удовольствием принимаем всех этих женщин, которые многорожавшие, многодетные. Мы им стараемся оказать всяческую помощь, то, что в наших силах, то, что в нашей компетенции. С начала этого года в Сухумском роддоме родились 376 детей, из которых 3 двойни. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Военнослужащие Министерства обороны Абхазии приняли участие в 4-й международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам, которая проходила в Москве в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Подробности в следующем репортаже. 4-я международная конференция по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам собрала в Москве более 100 делегатов из 24 стран и 5 международных организаций. Нашу страну впервые на этом военном форуме представляли начальник инженерной службы подполковник Аркадий Карапетян и начальник учебного центра Министерства обороны майор Анри Барцец. Дело в том, что техника, технически всегда идет прогресс. И естественно, что сегодня есть, завтра может быть уже устаревшим. И что-то может новое появиться. И естественно, для того, чтобы это знать, обязательно должны быть такие конференции. Чувствовалось дружественное отношение стран. И для Республики Абхазия, мне кажется, и для Министерства обороны это очень важно выстраивать вот такие вот дружественные отношения. Мы хотим огромную благодарность выразить министру обороны Республики Абхазия, генерал-полковнику Анну Владимиру Ивановичу,
за такое мероприятие. И дальше, конечно, мы, прибыв сюда, будем передавать молодому поколению. Это вот непосредственно, и мы занимаемся призывниками. Также в училище мы преподаем. Будем это однозначно применять. Первый день конференции был, скажем так, больше ознакомительным. Коллеги по военному делу обсудили актуальные вопросы разминирования и противодействия применению самодельных взрывных устройств. В рамках заседаний круглых столов они делились теоретическим опытом обезвреживания взрывоопасных предметов. Главная задача – максимально снизить угрозы для мирного населения и повышение профессионализма и безопасности выполнения задач саперами. Программа второго дня конференции оказалась самой насыщенная, ведь у военных была возможность увидеть воочию самую новейшую специализированную технику. Например, роботизированный комплекс «Уран-6», под 5-тонным весом которого снаряды, не причиняя вреда технике, взрываются. Машиной управляет оператор, находящийся на километровом безопасном расстоянии. Военным также показали и другие образцы специальной техники и оборудования. Наибольшему вниманию и интересу подвергся беспилотник, который способен с воздуха обнаруживать мины. Конечно, в военной области Российская Федерация очень сильно вперед шагнула. И нам это вживую продемонстрируют, как на динамическом показе показали, так и на полигоне Алабино. Это вот такая новейшая, они сами как бы только его прорабатывают. И вся вот эта техника, Уран-6, то, что я говорю, роботы, они все применялись в Сирии, Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе. Аналогов этих средств вооружения инженерной техники нет нигде. Тема разминирования для Абхазии все еще актуальна. Понятно, что за прошедшие после войны годы серьезная работа в этом направлении велась, но говорить о полном разминировании всей территории пока не приходится. Почти 14 тысяч мин, это и противопехотных, противотанковых мин, в Абхазии это уже вытащены, то есть их нет. И где-то более 100 тысяч, я сейчас точно не могу сказать, это и авиабомбы, и маленькие снарядики, но которые обезвреживались. Данная конференция, по признанию абхазских военных, имеет огромное практическое значение как для всего человечества, так и для отношений между странами-участницами. Ведь во многих государствах минные поля все еще остаются настоящей проблемой. Представителям Министерства обороны Абхазии удалось наладить тесный контакт и общение с бразильскими, индийскими и сирийскими коллегами. Военные уверены, результатом обмена, имеющимся национальным опытом разминирования, станут десятки и сотни спасенных жизней. Очередные учения подразделения МЧС Абхазии по ликвидации чрезвычайной ситуации на одном из курортных объектов прошли в Сухуми. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства страны. Столичные пожарные спасатели провели учения на территории гостиницы «Интерсухум». По легенде учения, на 7-м этаже гостиницы возник пожар, существует реальная угроза постояльцам. Людей необходимо эвакуировать, а возгорание ликвидировать. К учениям был привлечен личный состав поисково-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района в количестве 60 человек, а также 8 единиц спецтехники. Отрабатывались навыки по координации действий личного состава пожарных и спасательных подразделений при ликвидации пожара в пределах санаторного или курортного объекта, расположенного непосредственно в городской агломерации, эвакуации пострадавших и оказания им первой медицинской помощи. На общем построении личного состава, принимавшего участие в учениях, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини отметил, что учения прошли на достойном уровне. Спасатели и пожарные справились с поставленными задачами. Затем сотрудникам ПСО города Сухум и Сухумского района от лица Министерства обороны Абхазии были вручены памятные медали как участникам войскового парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзенба наградил группу столичных спасателей почетными грамотами за содействие, оказанное при проведении историко-патриотической акции «Дорогами героев стезею славы». По словам руководства МЧС Абхазии, учения спасательных подразделений на курортных объектах будут продолжены и охватят все районы республики. Но
Новая группа российских волонтеров, прибывшая накануне в Абхазию, обратилась в МЧС республики с намерением присоединиться к поискам российского туриста Владимира Ульянова. Учитывая сложность и протяженность маршрута, из общего числа обратившихся были отобраны 7 волонтеров с соответствующей подготовкой, экипировкой и средствами связи. Составлен их поименный список. Волонтеры разбиты на 2 группы, в каждую из которых включены еще по 2 сотрудника поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии. Утром 3 июня одна из групп направилась по маршруту вдоль реки Верхняя Гумиста, другая вверх по реке Киласур. По словам абхазских спасателей, в отличие от прежних волонтерских групп, данная группа экипирована основательно, имеет в своем распоряжении современные спутниковые телефоны, навигаторы и внутреннюю рацию. Группы планируют заново отработать весь маршрут, на котором пропал российский турист Владимир Ульянов, включая высокогорье и альпийскую зону. Возвращение поисковых групп запланировано на 10 июня. Средняя розничная цена на бензин в Российской Федерации за период с 5 по 11 апреля текущего года увеличилась до 47 рублей за литр. Подорожало и дизельное топливо. Рост цен на бензин отмечен в 43 регионах России. Об этом сообщает Росстат. Отразится ли повышение цен в Российской Федерации на цене топлива в Абхазии? Изменится ли ценовая политика и к чему готовятся владельцам авто, выясняли наши корреспонденты. Репортаж из Погуланзе. Исмы Джикерба. С начала 2021 года на мировых рынках наблюдается значительный рост цен на нефтепродукты, которые в том числе импортируются в Абхазию. Эта тенденция на текущий момент, к сожалению, продолжается. И по прогнозам специалистов, динамика роста цен на ближайшие месяцы сохранится. Этот вопрос для всех, кто занят на этом рынке, остается актуальным уже полгода. На данный момент себестоимость топлива, включая сопутствующие затраты, уже превысила цены, установленные правительством. В 2018 году Кабинет министров республики утвердил предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты, которые с тех пор не претерпели изменений. Так, розничная цена на бензин марки 92 составила не более 41 рубля. На бензин премиум, то есть 95, не более 43 рублей. На дизельное топливо не более 41 рубля. Оптовая цена, соответственно, 39 рублей при единовременной продаже топлива объемом не менее 500 тысяч литров. Но по таким ценам, по словам руководителей топливных компаний, работать нерентабельно. Предприятие «Алхан» на этом рынке уже 6 лет. Фирма оптом завозит топливо в Абхазию. В среднем от 500 до 1,5 тонн в месяц. По их данным, в России, где они закупаются, цена поднимается ежемесячно. Наша последняя поставка, которая еще не доехала, превышает цену по той, по которой мы отпускаем. И я думаю, что мы не будем отпускать бензин, пока правительство наше не примет какое-то решение. У нас сейчас придет цена здесь на месте с НДСом, со всеми таможенными сборами будет 44 рубля. При том, когда у нас отпускная цена 41 рубль. Но мы вынуждены его не отпускать, потому что мы не можем отпускать бензин дешевле, чем мы его приобрели. Ценовая политика на сегодняшний день не позволяет выйти на прибыль, утверждают топливники. У фирмы свои расходы – это содержание нефтебазы, выплата заработных плат сотрудникам, таможенная пошлина, НДС 10% и так далее. Только в дорожный фонд начисляют 5% от прибыли. За прошлый год перечислили 11 миллионов. Может быть, у наших конкурентов другая ситуация, может, у них завозная цена немножечко другая, они могут это выдержать, но нам смысла ее продавать просто нет. Мы даже в розницу, на своей заправке, если ее будем продавать в розницу, не продавая ее оптом, мы все равно не вытягиваем, мы все равно уходим в минус, это нерентабельно просто. РУП, Абхазская государственная топливная компания, также занимается продажей топлива оптом, но закупается не в России, а у компании РН Абхазия. По словам заместителя генерального директора Абхазтоп, повышение цен наблюдается с декабря месяца прошлого года. И все это время компания практически работала себе в убыток. Когда мы говорим о тоне, вот многие не понимают, вот если перевести на литры, вот скажем так, выросло буквально на 5-6 рублей за литр. Это и в России. Так, сегодня, если посмотреть, вот здесь прямо через границу, за границей, вот в Адлере прямо сегодня стоит топливо, это легко проверить, порядка 45-46 рублей, если это говорить о бензине 92-м. А у нас же здесь 41 рублей, то есть мы сегодня получается, что полгода месяцы закрываем с убытком, потому что
купить там, где дороже, и продать здесь дешевле, это нереально. Но мы вынуждены для того, чтобы обеспечить население топливом, иногда вынуждены работать себе в ущерб. Сегодня так. Абхазтоп несколько раз обращалась с письмом в Кабинет министров, чтобы правительство пересмотрело цены на топливо, так как ситуация сложилась критическая. Также предлагалось в несколько этапов провести повышение цен и сделать процесс менее болезненным. Но, по словам специалистов, сегодня положение дел таково, что и это не спасет ситуацию. Понятно, что в Абхазии не производятся нефтепродукты, и топливные компании полностью зависят от того, как формируются цены на рынке за пределами нашей страны. К тому же у нашего государства нет финансовой возможности напрямую субсидировать убытки топливных компаний для того, чтобы на внутреннем рынке не допустить повышения цен, как это практикуется во многих государствах. Фирма «Азит» является одним из крупных поставщиков бензина в Абхазию. В этом бизнесе она много лет. Под этим брендом они реализуют бензин и в розницу на своих 6 заправочных станциях. В свете сложившихся обстоятельств «Азит» тоже находится в сложной ситуации. Здесь считают, что необходимо принимать экстренные меры. И не раз говорили об этом. То есть, что нужно делать? Это поднимать отпускную цену. В противном случае у нас будут очень серьезные негативные последствия в виде убытков компаний, которые торгуют на топливном рынке. Это приведет, соответственно, к тому, что налогооблагаемая база, она практически значительным образом снизится, и бюджеты различных уровней, они сильно сократятся платежи, то есть отчисления в бюджеты различных уровней. К тому же, если не отреагировать сейчас на данные изменения, у нас может быть в разгар туристического сезона дефицит. Такое тоже возможно, к сожалению. Новичком в этой сфере является компания «Псно Ойл», у которой под брендом «Подорожник» сравнительно недавно функционирует 3 АЗС. При том, что «Подорожник» находится на этом рынке короткое время, он столкнулся с нестабильностью цен на топливном рынке. Мы сравнительно молодой участник этого рынка, но в то же время даже небольшой опыт в данном сегменте показывает значительное увеличение стоимости топлива за последние месяцы. Рынок диктует свои правила, и придерживаться установленных цен становится невыгодным и даже убыточным. Мы рассчитываем, что наши потребители с пониманием отнесутся к возможному изменению цен. Все компании единогласно утверждают, что необходимо повышение цен. Как только ситуация на мировом рынке изменится в сторону уменьшения, и на местном рынке цены пойдут на спад, утверждают руководители. И пример такой был в мае месяце 2020 года. И Абхазтоп, и «Азит» снизили стоимость бензина на 2 рубля, так как входящие цены на топливо стали ниже в связи с экономической ситуацией на мировом рынке. Ну а пока ситуация такова. Все понимают, что вслед за повышением стоимости бензина автоматически цены на все поднимутся. И все-таки мера вынужденная, как утверждают специалисты топливного рынка. И, конечно же, последнее слово за правительством страны. Именно Кабинет министров должен вынести оптимальное решение, которое устраивало бы топливное сообщество и не било бы сильно по карману потребителя. Эсма Джикерба, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия принял почетного консула Нижегородской области в Республике Абхазия, профессора, кандидата политических наук Владимира Литвинчука. Обсуждались вопросы сотрудничества, в частности, возможность поступления на бесплатной основе абхазских абитуриентов в Нижегородский государственный инженерно-экономический университет. Мы общаемся с вами уже не первый день и не первый год, вы помогаете Абхазии. Поэтому личная благодарность вам, руководству университета, в котором вы работаете. В этом году, я надеюсь, мы тоже подберем, благодаря вашей инициативе, студентов, которые поедут учиться в Нижегородский государственный инженерно-экономический университет. Поэтому я призываю наших абитуриентов прийти к нам с заявлением, предоставить все необходимые документы для поступления в ваш вуз. В прошлом году, как мы с вами проговорили, вы пошли уже с вашей поддержкой студенты. Год они уже у нас отучились. Это прежде всего те, которые пошли готовиться на программистов. Это Институт информационных технологий и систем связи. 3 человека учатся. Ну, дай бог, чтобы все пошло хорошо. Хотя, правда, как и везде, там
ковид. Девочки в Институте пищевых технологий и дизайна тоже учатся. Так что тут ваши птенцы, которые отсюда вылетели, прилетели к нам, они учатся с вашей поддержкой. Я хотел бы сказать, что сейчас вот начнется новый учебный год, да, понимаете, вот эта пандемия внесла свои коррективы. Я знаю, что вы утвердили, значит, порядок экзаменов и получения аттестатов 25 июня. У нас до 17 июня надо заявление подать. Поэтому я считаю, что целесообразно и согласую с Министерством образования Нижегородской области, прежде всего с ректором Шаминым Анатолием Евгеньевичем, чтобы заявления не писали, а потом приложим аттестаты. Да, и вот у нас, я говорю, полный аспект. Это программистов готовят, инженеров-электриков, готовят специалистов автосервиса, механиков, ну, туристический бизнес в Абхазии есть, ресторанный, гостиничный бизнес, дизайн одежды. Это для девочек. В целом вот этот аспект надо посмотреть на сайте. И давайте, благодаря вашей поддержке, мы направим туда молодежь. Потому что у нас существует соглашение между Нижегородской областью и Республикой Абхазия, прямое, значит, делегировано полномочия Москвой нашей области, что мы можем вот в этих рамках работать. В Абхазии продолжается программа онлайн-курса, обучающего народным ремеслам и предпринимательским навыкам. В ее рамках абхазские и казахские студенты, а также преподаватели обмениваются опытом, знакомятся с народными ремеслами и методами их обучения. Первые онлайн-уроки были посвящены художественному образованию и предпринимательству. Как развивать и при этом сохранить традиции, как передать опыт другим поколениям и сделать так, чтобы о народном ремесле твоей родины узнали в других странах. Как сохранить то, что делает наш дом уникальным и интересным. На эти и другие вопросы в течение 2 часов пытались ответить участники онлайн-урока. Специальный репортаж о том, как проходил урок, смотрите сразу после выпуска новостей. В Сухумском государственном колледже вручили сертификаты об окончании краткосрочных курсов по электроделу 10 учащимся старших классов Сухумского лицея-интерната. Проект был реализован при поддержке программы ЕС и ПРООН по улучшению профессионального технического образования в колледжах Абхазии совместно с общественной организацией «Амилат» Присурского. Помимо школьников, курс обучения по электроделу прошли и взрослые. Обучение проходило 3 месяца. Нам в школе предложили пойти на эти курсы, попробовать. Почти все мальчики с нашего класса согласились на это, и я в том числе. Здесь занятия проходили в очень приятной атмосфере, учитель очень хороший, проводил очень хорошие лекции, что практика, что на теории. Мы с лицеем тоже какое-то время работали, но сегодня у нас была такая возможность, когда мы могли их пригласить и получить краткосрочные образовательные курсы. Сперва пришли 23 человека, потом они прятались, садились в автобусы, приезжали. Ну, было много очень интересного, потом мы их разделили. Те, которые понимают и поймут, что можно получить в раннем возрасте образование и специальность, они могут дальше продолжить в этих же колледжах или уже в университеты, в институты. 7-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» начнется в Сухуми 21 июня. В этом году фестиваль будет проходить в 2 этапа – в июне и в октябре. Организаторы фестиваля – Министерство культуры Абхазии и Международный фонд культуры Фазиля Искандера 21 июня. В день открытия фестиваля Русдрам представит режиссерскую лабораторию по текстам романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». В программе 2-го этапа фестиваля, который будет проходить в октябре, выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов. Выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии, и ежегодный конкурс детского рисунка «Грушевый компот». РУП «Черноморэнерго» сообщает, что 4 июня в связи с ремонтно-профилактическими работами с 5 до 7 часов утра будет отключена подстанция Сухум-1. С 10 утра до 5 часов вечера подстанция Баслата. И в конце выпуска прогноз погоды. По
сообщению Гидромедцентра, в пятницу, 4 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 18-23 тепла. Температура морской воды плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.